Перед выходными прошла тревожная новость о пропаже детей в Иглинском районе. Все специализированные структуры были подключены к поиску. Детей спасатели нашли, и все закончилось благополучно. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Уже можно подвести итоги этого неспокойного лета. Еще раз напомню всем о правилах безопасности. В прямом эфире телеканала БСТ, вечерний телецентр. С вами Азат Смирханов. Здравствуйте. Звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашему эфиру. Телефон наверняка видите на своих экранах или помните наизусть. Ну а интерактивный вопрос наш сегодня звучит так. Умеете ли вы оказывать первую помощь? Да или нет? Звоните. В конце подведем итоги. Я же представлю наших сегодняшних гостей. Сегодня с нами Кирилл Первов, первый заместитель председателя Государственного комитета нашей республики по чрезвычайным ситуациям. Татьяна Норкина, заместитель начальника учебно-методического центра все того же комитета. Владимир Тимашев, начальник аварийно-спасательной службы Государственного комитета Башкортостана по ЧС, и Елена Зинатульна, пресс-секретарь все той же структуры. Добрый вечер, уважаемые гости, спасибо большое, что пришли. Итак, Кирилл Сергеевич, ну, не лето на дворе, да, дети заблудились, и расскажите, пожалуйста, в каком состоянии их нашлись. Действительно, у нас это лето в целом было достаточно напряженное, и мы в этом году видели рост по количеству погибших на воде. Потом вот такая жара сменилась резким похолоданием, и мы увидели, что у нас пошли и грибники активно очень пошли в леса, и рыбаки начали активно отдыхать на воде. И, к сожалению, как вы уже сказали, да, есть случаи, когда и дети одни выходят в лес, и не только в лесу. Мы оказываем оперативную помощь. И то, что касается данного случая, дети были оперативно найдены, они находились в удовлетворительном состоянии, но не всегда так быстро удается оказать помощь, поэтому в первую очередь, конечно, граждане сами, во-первых, должны следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра. Это касается не только, скажем, то, что они могут заблудиться, но и пожарной безопасности. Ну и, конечно, уже наши взрослые жители, скажем так, доставляют нам много хлопот и забот, если они начинают отдыхать в состоянии алкогольного опьянения, и оттуда сразу идут целый комплекс. Теряются в лесу, начинают тонуть на воде и еще так далее. Вне зависимости от сезона. Да, целый комплекс происшествий. Поэтому хотелось бы в первую очередь всех наших жителей, конечно, призвать, скажем так, к ответственности за самих, за себя, за своих близких. Но оперативные службы в случае необходимости, конечно, приходят очень оперативно на помощь и, если нужно, это оказывают всю необходимую там помощь. Владимир, вот ваш руководитель говорит, что нашли оперативно, да, но я так понимаю, что ребята сами позвонили, не такие уж они маленькие были, так? Ну, подросткам 13 лет. У них там целая история приключений, насколько я понимаю, да? Мы как бы не можем ее все обсуждать, да. Но на самом деле детишки, видимо, заблудились, они позвонили ночью. Мы оперативно вызвали, отправили туда спасателей. Спасатели Главного управления также туда выехали. И нам пришлось поднять резервную смену, спасателей из дома вызвать, и, в общем-то, поиски продолжались практически до утра, когда вот утром только стала ситуация это более-менее проясняться. Дети на самом деле были найдены совместно с работниками МВД и отправлены домой. Насколько я знаю, и сегодня какие-то подобные случаи были. Ну, вы знаете, вот пока я сюда к вам ехал, у нас 3 заявки поступило на поиск грибников. Вот прямо сейчас туймазинские спасатели выехали на поиски 4 грибников, это 3 взрослых и 1 ребенок. К сожалению, таких случаев очень много. У нас вот ситуация была в пятницу, по-моему, когда у нас 15 человек одновременно практически заявились о том, что они потерялись при поиске грибов. Ну, надо сказать, что кроме оперативных служб нашего госкомитета активно участвуют в этой работе по поиске и сотрудники внутренних дел, и местные администрации, что очень отрадно, это главы сельских поселений, администрации районов тоже подключаются к этой работе, и благодаря этому, в общем-то, удается очень оперативно и быстро найти потерявшихся. Давайте немножко тему сменим. Елена, хотелось вас спросить по воде. У нас какой-то небывалый всплеск этим летом случился, да, по количеству утонувших в сравнении с прошлым летом, так? Да, в этом году действительно всплеск был на 74%. Увеличилось количество несчастных случаев на воде. Более подробно об этом Кирилл Сергеевич расскажет, почему основные причины.
Да, спасибо. Но, как вы уже в начале передачи отметили, да, это лето действительно у нас такое было во многом аномальным. Во-первых, все впервые, наверное, столкнулись с таким режимом повышенной готовности, когда в начале лета вообще люди не понимали, где и как они могут отдыхать. Потом постепенно уже стало понятно, да, что с соблюдением мер безопасности можно отдыхать в республике. И когда у нас в июле наступили жаркие дни, не только жители республики, но и гости из других субъектов Российской Федерации стали активно отдыхать на водоемах. И тогда, конечно, мы увидели риски повышения гибели на воде. Но надо сказать, что своевременно принятые меры позволили нам в этом году достаточно много людей спасти, и рост мы увидели и по спасенным. То есть с начала года уже спасено более 200 человек. В прошедшие годы, наверное, это количество там около 100. То есть и количество спасенных увеличилось в 2 раза. Вот, и в этом году для того, чтобы наши жители комфортно могли безопасно отдыхать на воде, дополнительно были и пляжи открыты, и в это лето 90 аттестованных пляжей оборудованных действовало. Поэтому наши граждане тоже отмечали, что вот хотелось бы это количество, чтобы каждый год увеличилось, и эту работу мы продолжаем, и в следующем году такие дополнительные условия будут также создаваться. У нас сейчас на связи руководитель пляжного комплекса «Берег Солнца», что в Уфе, скажем так, наш постоянный спикер. Дмитрий, добрый вечер, вы нас слышите? Да, добрый вечер, слушаю вас. Да, я хотел бы, чтобы вы нам в эфире озвучили итоги вашего сезона, потому что мы с вами беседовали в начале купального сезона, да, и у вас какая-то чудесная статистика, там за несколько лет ни одной гибели. Что этот год показал? Я вам скажу, что этот год достаточно был сложный для нас, потому что и выезд был за границу ограничен по всем направлениям, не ограничен, запрещен, так скажем. Ну и наплыв был отдыхающих очень большой. По поводу статистики, поправлю, не за несколько лет, а с момента существования этой зоны отдыха, с 2006 года и по сегодняшний день, то есть на нашей зоне отдыха, на нашей территории, и что касаемо на воде, ни одного несчастного случая. То есть мы очень жестко контролируем эту ситуацию как на берегу, так и на воде. То есть нам помогают и спасатели. Но вот хочу отметить, что в этом году средства массовой информации было освещено по поводу очень много утонувших и предотвращения гибели на воде. То есть здесь работали как ответственники, так и комиссии, которые, так сказать, двигались по маршруту и людей оповещали, доводили до них, что купаться в неположенных местах, тем более еще там кто-то в состоянии алкогольного опьянения, кому-то и штрафы прилетали за это немалые для людей. То есть люди начинают понимать, что... Вы извините, я вас перебиваю. Правильно я понимаю, что это такая комплексная работа вашей команды и сотрудников разных структур, которые в том числе и у нас сегодня присутствуют? Комплексная работа. Здесь игры не получится вообще никак, потому что здесь только в комплексе, только с соседними службами нужно работать. Ну и самое первоочередное, это, конечно, это подростки и состояние алкогольного опьянения. Мы не допускаем просто таких людей. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Это был Дмитрий Фетисенков, руководитель одного из пляжных комплексов Уфы. Владимир Викторович, ну что это за аномалия? Как это так может быть за 14 лет ни одного погибшего, к счастью, конечно? Я с вами не соглашусь, это не аномалия, это вообще нормальная практика, должна быть для всех. Зон отдыха должна быть. Но я скажу, что вот у нас по городу Уфе, допустим, не допущено таких случаев гибели в местах организованного отдыха. Я как вот внештатный инспектор, так сказать, мимо проезжаю этого пляжа, я сам живу в Сипайлово, я знаю, что там на самом деле принимаются все меры, но это действительно комплексная работа. И, во-первых, команды, вот, которая обслуживает этот пляж, это спасательная служба города Уфы и сотрудники внутренних дел. Но вообще это на самом деле комплексная и очень сложная работа. Если вот на пляже это все организовано, у нас большие проблемы существуют, когда люди не хотят идти на пляж по каким-то своим причинам, считают, что там нельзя уединиться, и они вот ищут такие уединенные места по берегам рек. Вот здесь проблема, конечно, другая. Это люди у нас без контроля остаются, без воздействия, и здесь намного сложнее работать. А вообще для мест организованного отдыха это не аномалия, это очень даже хорошая
такая ситуация. Нет, дай бог, чтобы эта практика продолжалась, конечно же. Татьяна, я у вас хотел спросить, вот мы говорим о воде, о потерявшихся, да, в том числе и детей, подростков, да. Скажите, пожалуйста, вот это, я так понимаю, ваша функция как раз, да, как уберечь молодежь, как родителям рассказать, что нужно делать для того, чтобы таких случаев не возникало. Да, действительно. Ну, хочу сказать, что начался учебный год у нас, да, все детишки пошли в школу, в школах начали проводиться открытые уроки по безопасности, но не стоит забывать, что ответственность за детей все-таки ложится на взрослых. То есть родители, взрослые должны проводить беседы со своими детьми, домашние беседы, как правильно себя вести в той или иной ситуации. За лето детишки подзабыли, как себя вести, скажем, как переходить дорогу или как себя вести при пожаре, если вдруг что-то произойдет. Поэтому постоянно напоминаем детям, как себя вести в той или иной ситуации. Каким образом? Вы в школу приходите, вы на ресурсах своих размещаете, как вот вы доносите информацию до детей и их родителей? Ну, сейчас на самом деле не проблема, эта информация доступна в сети интернет, на сайте Госкомитета размещаются постоянно какие-то... Нет, это понятно, но заходит ли? Вот вы представьте 13-летнего подростка, который собирается ехать куда-то с друзьями отдыхать, но будет он на сайт заходить? С 2018 года Госкомитетом разработан портал. Портал называется «Безопасный Башкортостан». Через любую социальную сеть, а у нас молодежь у нас в основном находится в социальных сетях, да, пользуется ВКонтакт, Инстаграм, Одноклассники. И вот задача этого портала – информировать население, давать рекомендации именно по безопасности, как себя вести в той или иной ситуации. Поэтому всех приглашаем, вступайте, заходите на нашу страничку, подписывайтесь на наш портал, будете в курсе всех событий, что, где произошло. Там выкладываются регулярно, ежедневно рекомендации, видеоролики, видеопамятки, обучающиеся какие-то тоже памятки. Поэтому приглашаем. Ну, здесь я добавлю, здесь, конечно, есть и другие тоже формы. Вот, как Татьяна сказала, интернет действительно очень удобный, и все этим пользуются. Но мы также проводим работу и в торговых центрах. Очень активно этим, скажем так, дети более младшего возраста, да, там пользуются и в игровой форме, приходят и получают информацию о том, как себя правильно вести. Также и открытые уроки в школах. Сейчас, конечно, в этом году у нас немного есть там ограничения вот по этому проведению, поэтому вот этот дистанционный формат работы, мы его, скажем, применяем более активно. И могу сказать, что в этом году тоже мы внедрили новую систему интерактивного обучения, которая не только там для детей, но и для всех возрастов. Очень удобно, каждый может зайти, найти любую информацию для себя и самое главное пройти, скажем, тестирование, уточнить свои знания. А вы трафик контролируете как пресс-служба? Есть какая-то активность там, я не знаю, очень наступила? Да, на каждом сайте госоргана есть Яндекс.Метрика, где можно посмотреть, какой возраст просматривает сайт. Но это как раз-таки в основном от 25 до 30 лет, ну и очень много школьников. Как раз у нас у Госкомитета также есть свои социальные страницы, ВКонтакт, Ютуб, Инстаграм, где также очень много молодежи подписаны и постоянно комментируют, постоянно смотришь. Ну, вот именно как раз в социальных сетях молодежи у нас больше. Я буквально два слова добавлю. Да, конечно. Вот очень жаль, конечно, что у нас в этом году вот такие ограничения наложены. Но вот у нас сейчас месячник безопасности детей идет. И, в общем-то, мы с соблюдением мер безопасности выезжаем в школу, проводим открытые уроки. Предыдущие годы, эта практика за многие предыдущие годы сложились. И детям, на самом деле, вот вы так скептически отнеслись к интернету, может быть, да? Но на самом деле... Нет, я просто представил себя на мысли... Вживую дети воспринимают намного им интереснее, намного им... Они могут там примерить одежду пожарного, спасателя, и они по-другому воспринимают, как бы другой портал у детей открывается, они по-другому воспринимают эту информацию. К сожалению, вот в этом году у нас такие открытые уроки ограничены, но они, однако же, проводятся. Ну, тем более новые формы, да, есть. Да, ну еще у нас там есть, конечно, звезда, которая постоянно привлекает внимание, это наша собака-спасатель Торин, поэтому он всегда вызывает большой ажиотаж, и дети, и взрослые сразу привлекаются. Любую тему. Ну, у него, наверное, сложный список, да, широкий. С какими вызовами осенью вы сталкиваетесь? Что у нас, пожароопасный период или что, в первую очередь? Ну да, с понижением температуры воздуха в республике могут участиться количество пожаров. На сегодняшний день в республике произошло более 8,5 тысяч пожаров, при которых погибло 152 человека. Стоит отметить, что в этом году количество погибших при пожарах снизилось на
19%. Это связано в первую очередь с тем, что проводится большая работа по профилактике пожарной безопасности, а также с тем, что были ограничены меры, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике. Люди просто находились дома и могли контролировать обстановку. Ну и самой основной причиной пожаров всегда у нас является на первом месте это неосторожное обращение с огнем. То есть, какие, может быть, рекомендации для жителей, ну, не знаю, частного сектора, да, кто-то там, что нужно сделать потом, профилактически, там, либо извещатель поставить, либо, не знаю, проверить оборудование, вызвать специалистов. Что вы можете порекомендовать нашим телезрителям? Сейчас, конечно, с приходом осени температура понижается. Вы правильно отметили, что люди начинают использовать обогреватели, печное отопление, и мы традиционно в этот период фиксируем увеличение количества пожаров в садах, на дачах. Поэтому в первую очередь действительно нужно контролировать состояние электропроводки. Даже визуально можно посмотреть, чтобы не было оголенных проводов, чтобы была целая изоляция. Далее, если вы используете печное отопление, то обязательно также должен быть притопочный лист, посмотреть, чтобы печь целостность не была нарушена. Для того, чтобы уже в случае обугливания или задымления предотвратить пожар, да, то, как сказали, очень важно использовать автономный пожарный извещатель, потому что он стоит небольших денег, там буквально 200-300 рублей, и уже по статистике буквально за последние 2 года более 500 человек спасено благодаря этим автономным пожарным извещателям. И целая группа наших жителей могут получить его бесплатно. Да, у нас ведь есть программа какая-то, да? Да, эта программа у нас уже действует с 2016 года. На сегодняшний день 215 тысяч извещателей уже бесплатно установлено. Но могу перечислить, в принципе, эти категории. Да. Это семьи, находящиеся в социально опасном положении, малоимущие многодетные семьи. Также с этого года семьи, в которых есть ребенок до 7 лет, могут его бесплатно получить. Также ветераны Великой Отечественной войны и лица к ним приравненные. И все граждане, в которых родился ребенок с 1 января 2018 года, также могут этот извещатель получить. А для удобства мы сейчас уже выдаем сразу вместе с набором новорожденного в роддоме. Каждый гражданин получает этот извещатель. Да? А насколько сложна процедура, если это не новорожденный, допустим, сложившаяся семья уже малая? Для того, чтобы получить, если вы к одной из этих категорий относитесь, можете зайти к нам на сайт Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, оставить заявку, наши сотрудники оперативно свяжутся и подскажут, где удобно вам получить этот извещатель. Также можете обратиться в администрацию соответствующего района. Владимир, я вот хотел вернуться к теме потеряшек, если можно так выразиться, да. Насколько мне известно, не все, скажем так, теряются, да, при обращении к вам в структуру. Скажите, пожалуйста, какая мотивация у этих людей? Хотелось бы, конечно, на эту тему сказать буквально пару слов, что у нас, к сожалению, не все граждане нашей республики, не только наших соседних областей, ведут себя честно по отношению к экстренным службам, к спасателям. И бывают такие ситуации, когда, ну вот буквально там на днях в Благовещенском районе 3 мужчин на Ниве поехали за грибами, застряли. Ну, казалось бы, что проще, там деревня рядом есть, идите за трактором, да. Нет, люди звонят, мы потерялись. Была ситуация у нас также на прошлой неделе, но это вообще как бы из ряда вон выходящая для меня ситуация, когда человек съехал в водоем и обращается в службу 112 и говорит о том, что у него автомобиль плывет, что у него в салон набирается вода, что его автомобиль тонет, что он тонет. Ну, естественно, мы туда выехали, примчались, но наше удивление было, ну, предела не было, наверное, и возмущения, не только удивление. Автомобиль стоял передними колесами в воде, не мог выехать. Человек сам сидел, заявитель, в салоне, не совсем в трезвом состоянии, совсем не в трезвом состоянии. Но я должен сказать, что, к сожалению, такие случаи бывают, и, ну, это, просто я наверное, все спрашиваю, да, это же да. Ваши ресурсы, да, то есть кому нужна помощь, действительно, да, вы приезжаете. Ну вот по поводу этого человека мы, допустим, обратились в РОВД Уфимского района, подали заявление о том, чтобы к нему применились меры административного воздействия, чтобы он заплатил штраф за ложный вызов экстренных служб. Ну и затем мы намерены все-таки обратиться, чтобы возместили все затраты, которые понес бюджет республики в связи вот с этим выездом. Я еще раз говорю, что не нужно здесь хитрить, вы лучше обратитесь, мы вам поможем каким-то, может быть, советом, да, но мы не та служба, которая занимается эвакуацией автотранспорта застрявшего.
плавсредств различных и так далее. Мы все-таки предназначены для того, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. И вот такие вот нечестные, неблаговидные поступки на самом деле могут кому-то другому стоить жизни и здоровья. Татьяна, а вот давайте представим, что человек заблудился, да, в лесу, вот грибники у нас, да, как себя вести вообще, что нужно делать? Ну, телефона у него нет. Ну, во-первых, перед тем, когда человек отправляется в лес, он должен предупредить, это в первую очередь, предупредить своих близких, куда он направляется. Телефон желательно иметь, чтобы он был заряжен, конечно, потому что человека легче будет найти. Если человек все-таки заблудился в лесу... Ну, связи нет, бывает же такое. Связи нет. Ну, это очень такая редкая ситуация. Редкая Да? ситуация. Покрытие везде в основном. Сейчас практически покрытие везде хорошее. Может быть, там несколько уголков там в Белорецком районе. Ну, туда просто так и не дойдешь. Да. Я вас перебил, прошу прощения. Что нужно делать? Ну, поэтому, еще раз говорю, все-таки берем с собой телефон, и он должен быть все-таки заряжен. Если вы все-таки заблудились, ну, элементарно звоним в службу спасения, и на телефоне, конечно, установлена должна быть геолокация, да? Проще так найти все-таки человека, да? Да. Вот поэтому... То есть все на гаджетах, да? Я думаю, вы скажете, Вы знаете, там у нас что-нибудь вот как бы есть такая возможность, когда у человека есть программа, вот тот же WhatsApp, да, он геолокацию свою, если нам передает, мы уже видим, всё просто. где, и мы можем, общаясь, просто его вывести уже по средствам связи. Но я вот в этой связи еще, знаете, что хотел бы добавить? Вот, к сожалению, видно по статистике, у нас теряются на самом деле люди в почтенном весьма возрасте. Там со 70 лет, 80 лет и так далее. Естественно, этим людям уже сложнее научиться. Я все-таки обратился бы с рекомендацией к детям, к внукам, наверное, уже этих детей. Ну, во-первых, они требуют заботы, чтобы просто так они в лес не уходили. Они люди смелые, как бы, и идут в лес за грибами, но в такой ситуации они часто теряются, и не всегда у них даже с собой телефон оказывается. Поэтому все-таки я бы обратился к родственникам, к младшим поколениям, которые могли бы как-то их лучше контролировать или вместе с ними ходить, раз уж такой сбор грибов. Да, и здесь добавлю, вот, как вы правильно заметили, если нет гаджета, что делать, да, или вы попали в ту зону, если гаджет сел, все-таки если вы отправляетесь куда-то в лес, это всегда к этому нужно относиться очень серьезно, потому что ситуации бывают разные. Элементарно посмотреть на карте, где примерно вы будете находиться, чтобы отметить какие-то объекты. То есть, если вы потерялись, куда вы сможете выйти? Там это река, какой-то населенный пункт, там железная дорога, еще что-то. То есть, какие-то ориентиры для себя наметить. И когда вы уже заходите там в лес, то следуйте этим ориентирам. А если вы уже заблудились, то примерно тогда в каком направлении идти, чтобы вы вышли на один из этих объектов. И, конечно, необходимо с собой все равно иметь там как бы минимальный перекус, запас воды, там, спички, нож и так далее. То есть то, для чего вы можете какие-то элементарные там развести костер и так далее, если вы, допустим, ночью оказались. Потому что мы, бывает так, что особенно в зимнее время, да, длительное время ищем людей, и поэтому, скажем так, насколько человек сам себе может оказать вот эту там первую помощь, насколько долго он может находиться автономно, в том числе зависит от его жизни. Потому что вот иногда бывает, в этом году женщину, да, искали там 36 часов, то есть спасатели зимой искали, слава богу, все благополучно закончилось. Когда она заблудилась вроде бы на горе Иремель, многие к этому относятся вообще так спокойно, как будто как в парк сходить. Вы сейчас говорите, я вспоминаю случай прошлогодний, если не ошибаюсь, женщина с маленьким ребенком пошли, вы там в легкой курточке заблудились, да? Да. Печальная история, на самом деле, хорошо, что все разрешилось. У нас телефонный звонок, давайте подключим наших телезрителей. Добрый вечер. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Азат. Мне вот по части пожарной части, в деревнях, почему раньше были в каждом населенном пункте, пожарная там своя машина и, дружина, допустим, да, а сейчас там в крупных только, и, то есть доехать до какого-то населенного маленького пункта, там, приличный километраж нужно проехать, то есть за это время может полностью там погореть здание. Там. А вы откуда звоните? Я с Путилевского района. Ага, то есть в вашем населенном пункте нету, я так понимаю, да? Нет, вот до райцентра у нас 45 километров, и то там по горам, то есть, в принципе, ехать далеко. Я вас понял, спасибо большое. Это вот Азат, наш телезритель. Кому вопрос? Кирилл Сергеевич, наверное, вам. Спасибо за вопрос. Очень важно, что действительно вы внимание обращаете на пожарную безопасность своего населенного пункта. На сегодняшний день в республике вообще большая работа очень проводится по именно развитию пожарно-спасательных сил.
Мы провели анализ, и вот то, о чем говорит наш телезритель, да, действительно в свое время, скажем, в Советском Союзе сеть пожарных команд, пожарных депо была более широкая, да, потом в связи там, с ликвидацией колхозов, каких-то предприятий, в 90-е годы их количество сократилось. На сегодняшний день мы провели полностью анализ по всей республике, где действительно такие проблемы есть, и создаем новые подразделения пожарной охраны. Это и подразделения профессиональные вот, нашего учреждения противопожарной службы Республики Башкортостан. Также для малочисленных населенных пунктов создаются добровольные пожарные команды, и из средств республики приобретается техника. Вот вы, наверное, видели, буквально на этой неделе мы вручали технику в городе Стерлитамак и в Туймазах. Получили 15 единиц прицепной пожарной техники, как раз в такие сельские населенные пункты небольшие. До конца этого месяца еще 15 таких прицепных устройств наши сельсоветы получат. В каждом там 4 куба емкость для воды, все необходимое противопожарное оборудование. И всего вот за 3 года мы уже более 150 населенных пунктов таким оборудованием оснастили и продолжаем оснащать. Это все делается для того, чтобы технический регламент по пожарной безопасности соблюдался и силы прибывали вовремя. То есть в городе в течение 10 минут должны прибывать пожарные команды, а на сельской местности в течение 20 минут. Ну, 20 минут, за 20 минут по горам 45 километров. Вот, зрителю, как раз для этого, я говорю еще раз, то, что в ходе проведенного анализа были определены населенные пункты, точки с учетом там, рельефа местности и всего. То есть где-то это федеральная противопожарная служба, где-то это субъектовые пожарные части, которые за счет средств республики функционируют, а где-то действительно, может быть, там всего там 20-30 человек живет, но даже в этих населенных пунктах есть старосты, есть ответственные люди, которых мы обучаем. Например, то пожарно-техническое вооружение, которое идет на списание уже в наших профессиональных пожарных частях, мы также передаем добровольцам. То есть эта работа проводится, и, в принципе, если свои контактные данные оставит молодой человек, мы можем уже более конкретно сказать, в какое время и что предполагается именно передать именно в этот сельсовет. Радует активность наших жителей, что они понимают, что на этой земле живут, как бы, да, и готовы прийти на помощь еще до вас. Это вечерний телецентр, и мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после чего вернем в студию. Сегодня подводим итоги неспокойного лета вместе с Госкомитетом по чрезвычайным ситуациям и говорим о будущем. Вечерний телецентр. Продолжаем работать в прямом эфире. И сегодняшние наши гости, это представители Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, обсуждаем все понемножку. Да? Кирилл Сергеевич, вы сказали, говорили о программе, да, об охвате силами и средствами отдаленных населенных пунктов и так далее. Скажите, пожалуйста, есть ли что добавить, когда завершится, что называется, этот охват? В целом у нас стратегия развития пожарно-спасательных сил рассчитана до 2030 года. И скажу, что в этом году также наше подразделение пожарное получит еще 6 новых автоцистерн. Буквально вчера вот мы завершили монтаж нового пневмокаркасного модуля для пожарного подразделения, вновь созданного в Ишимбайском районе. Эту работу также мы будем продолжать и по внедрению таких каких-то инновационных технологий, методов. И отмечу, что в этом году также мы создали новый поисково-спасательный отряд на Павловском водохранилище, и он уже себя этим летом оправдал, потому что люди очень активно обращались за помощью, это и на воде, и на прилегающей территории. Поэтому в этом году также дополнительную технику мы направим и туда, это будут 2 дебаркадера, которые будут размещены на воде, и новый пожарно-спасательный автомобиль. И вот ежегодно, с учетом проведенного анализа, куда у нас что нужно, где спасательные подразделения, где пожарные, какая нужна техника, эта стратегия реализуется ежегодно. На эти цели из республиканского бюджета выделяется десятки миллионов рублей. Давайте к детям, Татьяна. Учебный год, да?
Не секрет, что статистика гласит, сразу у нас повышается количество ДТП, да, с участием детей. Увы, это так. Скажите, пожалуйста, что показывают вот последние дни и какая работа проводится в этом направлении? Да, на самом деле статистика с началом учебного года по дорожно-транспортным происшествиям с несовершеннолетними у нас, количество их увеличивается, как ни печально. Вот на сегодняшний день у нас произошло более 270 где-то дорожно-транспортных происшествий именно с детьми, с малолетними. Вот я вспоминаю прошлую неделю, вторник, когда 8 сентября у нас в республике произошло 7 ДТП с малолетними, то есть только за одни сутки. За один день. Это достаточно много. И, к сожалению, опять-таки дети гибнут. С начала года у нас уже на дорогах погибло 9 человек. Кошмар. Это много, как ни печально, да? Что мы можем сделать? В первую очередь обращаемся к родителям, к взрослым. Пожалуйста, объясняйте детям, напоминайте детям, как правильно себя вести на дорогах. Личным примером. Если вы провожаете ребенка и перебегаете дорогу в неположенном месте, он точно так же будет это делать. Поэтому только личным примером напоминаем, говорим, где переходить дорогу, как переходить дорогу. Риск возникновения дорожно-транспортных происшествий возрастает с началом учебного года и вот в связи с погодными условиями на сегодняшний день. Если мы посмотрим на погоду, дождь, туманы, видимость плохая, видимость плохая, далее, да? темнеет рано. Люди осенью преимущественно одевают темную одежду. Водителю заметить на дороге пешехода, особенно в сумерках, очень сложно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, чтобы на детской одежде всегда присутствовали элементы, светоотражающие элементы. Водителю легче будет заметить пешехода. С ГИБДД у вас какая-то коммуникация идет в этом направлении? Совместные, может быть, какие-то разъяснительные работы? Ну, на самом деле, да, вот наш учебно-методический центр Госкомитета проводит с детьми занятия, рекомендации мы распространяем, памятки. Ну вот чисто совместно. Таких у нас рейдов. Каждый по своему направлению. По всем направлениям, да. Учебно-методический центр осуществляет эту профилактическую работу, в том числе по безопасности дорожного движения. Владимир, я вот хотел спросить, а вот у нас с окончанием лета туристический сезон тоже на спад? Нет. Туристы же ваш профиль, да, в том числе? Мой профиль как бы и по профессии, я сам как бы заядлый турист, наверное. Да, вот для меня лично осень это самое такое замечательное время для путешествий по республике, и особенно в горной местности у нас. Да. Вы сами понимаете, что не жарко, сейчас пекла нет, что слепней комаров как бы намного меньше, лес светлый становится. Ну, лично для меня это более приятное время для путешествий по республике. Я думаю, я не один такой. И надо сказать, что осенью у нас спада нет. Он, наверное, какой-то спад будет там в ноябре месяце, ближе к декабрю. Что хотелось бы порекомендовать в этой связи? Ну, наверное, несколько таких точек обозначу. Первое, конечно, нужно регистрировать всегда свой поход, независимо от того, в группе вы идете, или вы одиночное там путешествие совершаете, или просто с подругой или с друзьями идете. У нас часто обращаются родители обеспокоенные, что там дети пошли на Атыш, там, на Айгир, на связь не вышли. И это еще хорошо, что они называют, куда их дети пошли. Часто бывает так, что не знают, но вот уехали. У нас эта группа не зарегистрирована. У нас есть информация, что вот в Белорецком районе, допустим, там не выходит на связь группа из 5 человек, да, а где в Белорецком районе? Спрашивать бесполезно. У нас такой информации нет. Больше, чем некоторые регионы Российской Федерации. И поэтому нужно, конечно, обязательно регистрироваться на сайте Главного управления МЧС Республики по Республике Башкортостан. Это очень все легко, очень делается, не нужно никуда звонить, на сайте заходите, заполняете, и мы уже, во всяком случае, при обращении вас, если вы терпите бедствие, или ваших родственников, друзей, мы примерно будем знать, куда нам выдвигаться и где нам искать. И я что еще хотел бы отметить? Вот у нас сейчас с развитием туризма, сетей вот различных, да, все-таки такие путешествия, как раньше практиковались, просто друзья, соседи собрались и пошли, их все меньше становится. Сейчас люди чаще собираются через социальные сети, через туроператоров. Вот в этой связи хотелось бы... походы, авторские туры и так далее. Да? В этой связи хотелось бы вот подчеркнуть, что, вот, допустим, официальные туроператоры, они несут ответственность за группу, которую они набрали, за то, чтобы эта группа в полном составе вышла, в полном составе вернулась, никто не получил травмы. К сожалению, чаще вот тот набор групп, который идет через социальные сети, там, ну, допустим, ВКонтакте, да,
человек вас проводит на ту или иную достопримечательность, он отвечает за то, что он вас туда приведет и выведет. Это в лучшем случае. Но вот опыт показывает, что даже когда от таких групп люди отстают, вот этот организатор, он даже не знает. Вот у нас зимой женщина отстала просто от группы на Еремеле, больше суток проходила. Никто даже об этом не знал. Самое печальное, что люди же несут, должны нести ответственность, да, а несут, не задумываются об этом. Это да? к законодателям больше. Вот сейчас вопрос. Мы эту проблему постоянно поднимаем и на уровне законодательной власти, и исполнительной власти. На различных форумах, обсуждениях участвуем. На самом деле у нас законодательство не совсем совершенно в этой части и позволяет вот таким организаторам в этой серой зоне, да, уходить от ответственности. Это же очень такое модное направление, да, человек 2 раза сходил на тот же Еремель, да, и думает, что он все знает, как бы. Ну, понимаете, здесь, как нужно сказать, природа, к сожалению, это уже не наша среда. Никого не хочу сейчас. Да, это не наша среда обитания, поэтому нужно понимать, что мы все в большинстве своем городские жители, и мы идем туда в гости. Соответственно, нужно эти правила, вот этих походов, их нужно соблюдать. Природа не так там милостива к нам, там, она не будет нас там журить, она нас может очень жестко наказать за то, что мы что-то сделали не так. Ну и, кстати, мы сейчас очень активно тоже развиваем вот такой один из, скажем, сервисов и возможностей, да, в рамках системы 112. Сейчас разрабатывается мобильное приложение, которое как раз тоже будет позволять людям как бы дополнительные функции по своему местонахождению, по получению оперативной помощи использовать. И уже сейчас мы, скажем, очень активно нашим жителям помогаем, те, которые, допустим, у них есть смартфон, они пошли в лес. Несколько случаев у нас таких, когда просто наш диспетчер с использованием координат человека просто выводит из леса, и, соответственно, и спасатели не задействуются, и он оперативно получает помощь. Поэтому, на самом деле, вот эти наши гаджеты, они очень много полезных функций хранят, не все о них знают, поэтому мы с населением тоже вот такую работу проводим и дополнительные технические возможности им даем, чтобы они могли там дополнительно ориентироваться, получать какую-то информацию. И, кстати, не обязательно должна быть даже сотовая связь, то есть телефон может иногда и через спутник передавать координаты. Ох уж эти гаджеты, никуда без них. Сказать, что да, вот в лес собираетесь, вы освоите тот гаджет, который есть у вас. Он вам, во-первых, не позволит заблудиться, но если все-таки это произошло, он поможет вам выйти. Ну, к сожалению, у людей в кармане лежит смартфон, но они не знают, как этим инструментом Почему? пользоваться. Инстаграмом все пользуются, я думаю. Ну, Инстаграмом да. пользуются. Я имею в виду прикладное использование именно в таких ситуациях. Ну и еще хотелось бы сказать все-таки всем нашим туристам, вот мы говорили про ДТП, про световозвращающие там полосы, сигналы. Элементы одежды и так далее. Элементы одежды. Это туристам и грибникам. Не одевайтесь в какую-то унылую серую одежду. Не нужно изображать из себя Рэмбо, одевать на себя камуфляж, одевайтесь в яркую одежду, чтобы вас было легче найти. Про грибы вот интересно, у нас ведь сезон грибов и отравлений немало, да? Скажите, пожалуйста, что Да, действительно, имеется случаи, когда люди отравляются грибами. У нас по данным Роспотребнадзора только за первые 7 месяцев произошло 10 таких случаев. Последний трагический случай произошел в Абдериловском районе. Мужчина решил отправиться за грибами и приготовить их на ужин своей семье, 6-летней дочери и 2-летнему сыну. В результате чего ночью им стало плохо. 6-летняя девочка, к сожалению, скончалась, а отец с сыном были госпитализированы. Такие случаи, к сожалению, происходят в первую очередь от незнания людей, когда они отправляются в лес, съедобные грибы они собирают или несъедобные, а также при приготовлении пищи. Также нельзя собирать грибы у дороги, потому что они впитывают вредные вещества, которые могут быть несовместимы с жизнью. И нельзя собирать перезрелые грибы. И вообще, в целом, если есть сомнения, собирать гриб съедобный или несъедобный, либо перезрелый, лучше оставить его в лесу и тем самым сохранить жизнь не только себе, но и своим родным. А как вот отличить, да, семья же должна быть, да, или как вот, ну, книжки читают люди, вот я не грибник, я не понимаю просто, как люди если отличают. зайти на сайт Роспотребнадзора, там вот у них такие статьи, у них можно прямо просмотреть у них с картинками, там вот, все, вот сейчас да, сегодня заходила, только смотрела. Есть, можно увидеть, да? Да, можно посмотреть всегда, но и опять-таки, если сомневаетесь, лучше не собирать. Можно купить шампиньоны в магазине, безопасно. Безопасно и невкусно, да? Ну, здесь же туристов привлекает не сам грибной. Ну, конечно, процесс, тихая охота, да. Благодарю вас, уважаемые гости, что пришли и приняли участие в нашем эфире. Телезрителям же напоминаю, что это был вечерний телецентр. Мы сегодня говорили о итогах лета, о осенне-зимнем периоде. И радует, что абсолютное большинство наших телезрителей умеют оказывать первую помощь. С вами был Азат Смирханов. До встречи в эфире.